есть арбалет, они служат мне уже 1000 лет. У меня есть лес, и это мой дом. Всю жизнь обитаю я в нем. Это видео выложил пользователь «Точка зрения». Материал, конечно, не лучшего качества, но просмотров почти 1000. Где-то в центральных районах Коми охотники поймали в капкан медведя. Взбешенный от адской боли хозяин тайги мечется из стороны в сторону, рычит и кидается на своих мучителей. Те снимают последние мгновения его жизни, словно нечто обыденное. Наконец, товарищ оператора добивает зверя из ружья. Кончай. Давай. Я? Ну на карабин, сниму тебя. Да, я пулю смогу его. Нет, пули стрелять. Сейчас отвел маленькую сторону. Курил, земляк. Наверное, отбаловался. А это уже другое видео и новый способ охоты на косолапого. Из комментариев ясно, эти граждане поставили на медведя балаган с петлей. Правда, попался в это устройство годовалый медвежонок. Без всякой жалости в добычу всадили 2 пули, но и этого им показалось мало. Мужчины решили подстраховаться и выпустить топтыге лишнюю кровь. Тоже на камеру. Просмотревших ролик такая жестокость очень возмутила. Это не охота, это убийство. У Мишки не было шансов. Это браконьерство. И это самые безобидные слова в адрес покорителей тайги. Впрочем, находятся и те, кто защищает авторов кровавого видео. И их немало. Я смотрю, тут одни вегетарианцы. А когда мясо едите, не вспоминаете, что оно не на деревьях растет? С этим утверждением, конечно, не поспоришь, но ведь надо признать, что сегодня охота уже перестала быть источником пропитания. А вот инстинкт добытчика у мужчин остался. Одни ищут впечатлений в активном спорте, другие влюблены в машины. Но есть и те, кто не представляет жизни без охоты. Такие относятся к прогулкам с ружьем с каким-то особенным азартом. Смотрите, кружит над присадой. Смотрите, кружит над присадой. Внимание на лед. Внимание! Ой, прям бальзам по сердцу. Так они летают, га-га-га, кругами. Эх. Вот Дождался, Сережа? Ну, поздравляем, мужики, молодцы. Ради этого стоило вообще, не знаю, мучиться сколько угодно. Да, естественно. Адреналин такой прям аж. Сыктывкарцу Григорию Габову было суждено стать охотником. Говорит, ружье рядом с ним поставили сразу, как родился. Вырос Григорий в Карткоросском районе, в деревне Троицк. Дед был промысловиком, от него по наследству получили угодья сначала отец, а потом и старший брат. Вся жизнь мужчин в семье Габовых связана с лесом. Григорий признается, для него охота – это сама жизнь. Для тех, кто выкладывает свои достижения в интернет, просто забава и желание покрасоваться. Я тоже посматриваю интернет, среди наших, скажем, да, то есть настоящих охотников, таких я не встречал. Снимают эти действительно, то есть такие съемки ведут, так будем говорить, туристы, которые заплатили какие-то деньги, пришли там, или им добыли, там, или они там умудрились каким-то образом чего-то поймать. Так это надо же все показать же, как же такие крутые охотники. Мы не любим такие вещи. Конечно, мы ведем съемки, ведем такие чисто бытовые, как в избушке сидим, то есть даже иногда уже несколько таких фильмов для себя, как для домашнего архива. Конечно, такие вещи делаем. Разговоры там, как буксуем, как технику ремонтируем. Конечно, есть и тот же самый, то есть с добытой дичью, интересно, скажем. Лес, река, чистый воздух, полное единение с природой. Рядом верные товарищи. Вместе они уходят подальше в Парму, минимум на 100 километров от ближайшего пункта цивилизации. Часто я ловлю себя на мысли, что больше ты себя проверяешь. Мы ездим в такие места, где не так-то просто добираться. Бывает сутки, иногда даже 2 суток добираешься до избушки. Непроходимые места уже. Сначала на машине, на легковой, потом пересаживаемся на вездеход гусеничный и топчем. Лишний раз проверяешься, что ты можешь только чисто так поймать этот кайф адреналина, который
помучиться. Только ради этого и едем туда, где меньше всего людей. В своих угодьях они как дома. Банька, избушка, протоптанная вездеходом дорога, мосты. Летом рыбачат, зимой ходят на лося. Но никогда не возьмут больше, чем Парма может дать. И никогда не выкладывают в сеть кровавое видео. Хотя радость от удачного лова или добычи мужчины не скрывают. Все-таки охотники. В руки не влазит даже, смотри. А рыбы, а гусей тут только, смотри. А габыч, да? Богаты рыбой не только реки Коми, но и озера. Вот, к примеру, озеро Синтер в Нижпогосском районе, второе по величине в республике. Наши коллеги из телепроекта «Коми Инкогнито» исследовали его. Местных рыбаков ни погода, ни что-то другое не останавливает. А вот чужих камер боятся как огня. Как улов? Нормально поймали, да? А что? Щука. Щуку поймали. А вы местные или приезжие? Откуда? А не отчаливаете куда? Я хотела поговорить с вами. О чем разговаривать? Так вы местные или кто? Местные? Да? Культура охоты и рыбалки в нашем регионе еще страдает. Попытки цивилизованно организовать такой отдых есть, правда отклика пока не имеют. Предприниматель Стас Михайлов вот уже 4 года развивает экотуризм на озере Пытты Карткыросского района и меняет в сознании людей потребительское отношение к природе. Для начала арендованные территории и водоем вычистил от накопившегося кругом мусора. Труды защитника природы принесли вполне ощутимые результаты. Кишит, водоем живет. То есть развелось много болотной дичи, утки, журавли, лебеди залетали. Однако вложенные усилия пока плодов не приносят. Местные рыбаки ежедневно ставят здесь сети, но вылавливают дары озера без разрешения. Оправдание одно – мой дед ловил, отец, а значит и я ловить буду. А то, что это запрещено законом, как бы, это вас не пугает? Пугает, конечно. Я сам штрафы платил. И в КПЗ сидел. И в Усть-Куломе, и в Карткыросе. Именно вот за это дело, да? Да, за это дело. Ну и все равно продолжаете ставить сети. Кушать-то хочется. Браконьерничать. У предпринимателя даже сожгли новый рубленый дом на берегу Пытты. Но такие напасти молодого человека не пугают. В планах сделать из этого места туристическую Мекку. Он уверен, ставший модным в последнее время экотуризм когда-нибудь дойдет и на берега этого рыбного озера. Подружить современных рыболовов с законами пытались и в одном из северных районов, где издревле рыбалка и охота были традиционными источниками пропитания и доходов – Ижемском. Члены общественного движения «Изьватас» 3 года подряд собирали разрешения, выкупали квоты, нашли ответственного и организовывали на Печоре в районе села Ижма любительский лов на ценные породы рыбы – ряпушку, зельдь, сик, пеледь. Причем это был далеко не бизнес, но и за символическую плату дело тоже не пошло. Корми организуют любительский рыболовство. Когда мы организовали любительский лов, очень мало народу приходило. Хотя вносишь небольшую плату и потом на законных основаниях ловишь. Но большинство не ходят в открытую. А лучше где-то подальше наловят, без разрешений, но бесплатно. И это в райцентре, где жители могут себе позволить порыбачить в свое удовольствие. А если нет, то купить рыбу в магазине. А что делать жителям отдаленных деревень? Сегодня они волей-неволей становятся браконьерами. Потому что, как и несколько веков тому назад, именно за счет леса и реки кормят свои семьи. Живут самым настоящим натуральным хозяйством. И современные законодательные препоны для них не по силам. Сейчас, чтобы пойти на охоту, нужно, чтобы был охотбилет, сезонное разрешение. Если идешь на лицензионную дичь, выкупаешь лицензию. А там, в деревнях, даже сберкассы нету, чтобы оплатить. А ведь надо сначала заплатить в сберкассе, потом приехать в Ижму, взять разрешение и уехать обратно. Все вместе слишком накладно получается. Возможно, и по этим причинам люди там разрешений не берут. Мы предлагаем через общественную самоорганизацию или через сельсоветы определять семьи, которые содержат свои семьи за счет рыбалки и охоты, которые имеют доходы только с этого, и выдавать им билет, разрешение и лицензии бесплатно, по определенным квотам. Бывалый охотник сразу оговаривается. Бесплатно раздавать билеты всем без разбору и разрешить охотиться тоже не годится. Так за сезон можно истребить всю живность. Но защитить коренное население нужно. С другой стороны, было бы неплохо усилить контроль за реальными браконьерами в лесах и на реках.
Сегодня, к примеру, на весь Ижемский район работает всего один лесничий, у которого из техники только компьютер и GPS. Даже бурана нет. Все отдали на совесть охотников. А совесть охотников. Кто-то воздерживается, а кто-то нет. Идет и шакалит. Это очень опасное явление. Нужно, чтобы у государства был настоящий контроль. Позади весенне-летний сезон рыбалки и охоты на дичь. Заканчивается лов бурого медведя. Во всемирной паутине чуть ли не каждый день появляются все новые материалы о лесных приключениях. Некоторые ролики вполне могли бы стать не просто отчетом об удачном отпуске, но и поводом для уголовного дела. Правда, ни Охотнадзор, ни Рыбнадзор интереса к видео с явными нарушениями не проявляют. Видимо, это еще не освоенное направление, да и заявлений нет. Хотя где, как ни здесь, могут всплывать прямые доказательства чьей-то вины. А потому так называемые охотники с особым сладострастием выкладывают в сеть видео, которые по своей кровожадности зачастую шокируют не только самих обывателей, но и их бывалых коллег.